Хомойо пуруя санықпын, қонуқтан қонуққа ытықпын. Бұ күні кім түрін көрбөдөй, бұ серге кім түрін өлбөдөй. Мен өлі жүгінім сүдіға, мен бұрым отунан үйнеға. Керейім кәнді бір қаларым, кәқтібет кереке тылларым. Творчество Платона Аюнского стало удивительным примером воплощения одним человеком многовековой истории развития литературы от древнего эпоса до революционных стихов. Аюнский потомок старинного рода шаманов-аюнов, писатель, поэт, ученый, политик, мыслитель по праву считается одним из основателей не только молодой якутской литературы, но и науки, образования, государственности современной республики Саха-Якутия. Время, прошедшее с тех пор, покажет, насколько он был прав. Его никогда не забывали и не забыли. Его пророческие слова сбылись. Бессмертны его произведения, бессмертно его имя. Он был пророком, он был гением своего народа. Привет. Эн биле тутарса жаркысын да? Привет. Ага. Игин айдан кыргыза эртине. Аты ким ени? Аяна. Басиемни. Бастыгы тура таңга асты. Ага. Үгәгән шөйдек а. Шөй. Мен эме долгу үй багат. Әлбәк бай ой бит. Ата бу топка ханым. Бу туру эренга харны бит. Ахарни. Оннан багала ферак тигер кире. Я. Анда кайдыра. Жөгөбүн кетет туру. Кене мeye туттарсайдыр. Тасадыр я. Икис турга түгөлөн нижа. Та ыре үңкү когон. Мен эме та хин белем куртукун. Ахарны. Не? Шевкен атынан үрдүкү театральный училище да. Бар кирек бит. Ондан этенге боллаганы берек бүтүн битерен. Бу Саха театрга келен. Саха театрын артистларын гытта бир хена оньок бит. Ханан көрүк. Начуди.
Якутская нация, рожденная в поэзии, творческий самородок, выявит себя в истории только своей своеобразной литературой, конечно, не претендующей на мировое значение. Якут исключительно был поэт, но за отсутствием богатой письменности не смог усовершенствовать свой дар. Наша будущность в совершенном развитии этой поэзии и нашего на вид бедного и тяжелого языка, но языка весьма гибкого и образного. Наша история в том, чтобы свою литературу сделать общечеловеческим достоянием. Кто откажет в своеобразной и родной прелести слога и содержания нашей сказки? Кто откажет в крупности дара первому драматургу Василию Никифорову, творцу Манчары? Кто откажет в талантливости поэту Алексею Елисеевичу Кулаковскому? Кто откажет как выразителю своего времени таланту анимпадиста Ивановича Сафронова? У нас язык живой и гибкий. Печать нового времени глубоко останется на лицевой стороне нашей духовной жизни, и скажется моя надежда в творчестве нашей нации. В какую бы сказку ни заглянули, в какую бы драму, песню ни заглянули, всюду поется торжество и стремление к торжеству. Всюду горе и борьба за торжество мирной жизни. Всюду чувствуется человеческий дух творчества и любви. Мы жили и живем во имя этого торжества, и во имя человечности и мирного процветания нашей, родной нашей нации, и будем жить ими, но не в духе шовинизма, ибо в шовинизме в итоге всегда есть порабощение. Мы были в порабощении, и тогда не были шовинистами. Нам некого поработить на алтаре свободы. Вот одна светлая и симпатичная сторона духовной нашей жизни, надеюсь, в которой мы будем жить и ныне. Оюнский, которому тогда исполнилось всего 24 года, открыто объявляет о своей готовности взять ответственность за будущее народа, за просвещение народа, культуру и науку. Его письмо – это манифест новой якутской литературы и культуры, основанной на национальных культурных традициях и народном творчестве. В дальнейшем он шаг за шагом будет воплощать в действительность эти свои воззрения. Дорогой товарищ Максим, дорогой товарищ, Максим, считаю себя родным. Возможно, и с высоты сегодняшнего дня не все высказанное Платоном родным Слепцовым может быть понято или отъемлемо. покажется верным, но его размышления Отъемлемо. интересны не только исторически. В них излагается позиция будущего Членом литератора и ученого, человека, своей определявшего направление государственной политики в сфере искусства, культуры и науки. И как гражданин, дорогой товарищ Максим, считая себя родным и неотъемлемым членом своей нации, и как гражданин и патриот свободной нации, начинающий эру своей исторической жизни в настоящем, желал бы бросить взгляд на наше прошлое и настоящее, и тем раз и навсегда наметить путь для своей деятельности и деятельности отчасти своих коллег-современников. Наше индивидуальное прошлое, богатое поэзией, чарующий дух каждого своей суровой прелестью под тяжестью сурового великолепия нашей северной природы, хранится в народных сказках, с каждым годом, с каждым днем теряющих свою первобытную прелесть из уст современных бездарностей. Хотя нельзя отрицать, чтобы дух народа нового времени не сказался и в сказках. Сказка – это поэтическая история и родное Евангелие с древних дней до наших дней.
передерганные на разный лад и вкус каждого более или менее даровитого индивида. Историки говорят, что история создается не из дел отдельных личностей, хотя они, будь Карлы Великие, Петры Великие, Наполеоны и Вильгельмы, но, тем не менее, как знамя в шествиях и революциях, во всех делах впереди, как демоны, идут всегда отдельные личности, называемые даровитостями, талантами и гениями. Были ли у нас сильные личности? Конечно, были, но в общественно-историческом смысле их не было, и не было крупной родовой общины. Не было ввиду нашей расплывчатости и малочисленности, но маленькие враждующие семейные группы и отдельные родовые общины, безусловно, были. Сказка богата враждами отдельных групп или общин, прообраз этих общин существует и теперь в виде рода. И инстинкт родовой борьбы сохранился в междуродовых тяжбах и распрях в каждом наследии. Он держал ее руки, согревая и пытаясь передать ей свои силы. В редкие часы, когда ее отпускала болезнь, она улыбалась ему, и казалось, что все вернется, что еще не все потеряно. Она сможет встать, одолеть этот страшный недуг. Они мечтали, как в Москве смогут вылечить ее, а потом заживут счастливой жизнью. Поезд мчался на запад, как будто стараясь успеть. Вдали от родины, на чужой сырой земле, уготовано было судьбой остаться Фёклушке, любимой Фёкле. Сложилось так, что он потерял свою первую любовь, Фёклу, очень рано и трагично. Сохранились стихи 1922 года, где он нежно описывает ее, любимую девушку, сравнивая ее походку с лебединой статью, признаваясь в любви. Его романтическая натура вылилась в эти прекрасные строки. «Не сравню с журавлем, что блестит серебром. Пташку я полюбил, трепет ласковых крыл. Песни искренний звук, Фёкла, милый мой друг». Доғорбор сөйкүт жаға. Кылбарар канаттақ кыталыктан ордук. Тырымныр чыйчағым. Тыкарар далбарым, сүрағым сөбүлүр. Сөйкүт жаға доғорым. Түйнәғі қалланым төлөннәқ мечәрі. Күлімнүрін құрдук. Күнді күлер мечек. Қастақ қарықтаргын. Қайған ұмсы ұйдым. Сардаңалақ көнім сахарғата оннюр, суғырыяр долгун суғоққын санамын, олықтоқ тойду бар ордугу бұлпадым. Тәрбәлжиен көстер тәтәрәқтир иңген, келбәйер қалланым кейрен әрер күнін, күйғар сырдығыттан кытчығырға көрбәдім. Томтойыр мәдүйер толору дөстерген, долгуярын көрін, дорғоннақ салғыным, жәргенігер ақтым. Тәңнәғі білбәдім. Доғойон тураңын, долгуя қамаргын, туналыяр кубам, тунарар байғалым, ұжурдақ балығар ұстарғар урдым. Суғыруяр долгун суғоққын таранан, күлімнү мечіңні күйден олар оргун, көргулақ арылық құстыққа қолуйдым. Аларар, тунарар, алғыстақ алағым, ақтар айылғыда көгөрен наңаран, көрілерін құрдық, күндүдүк санадым. Кемнердәх аналбыт кәхтиләх кербейді, кәлерін көріммін, иккістен әргейбет, иле кәрес аскар, қоғуян ылладым. После возвращения в Якутск в 1926 году он познакомился с Татьяной Дмитриевной Александровой, сотрудницей женотдела ЦИКа. Вскоре они поженились. Татьяна Дмитриевна тоже болела, и ее не стало в 1930 году.
6 ноября 1930 года Платон Алексеевич женился в третий раз на Акулине Николаевне Борисовой. Супруга подарит ему дочек. Кроме общих с Арглана и Сарданы, еще Марию, дочь Акулины от первого брака. Платон посылал в Якутск письма не только с новостями, но и с наставлениями. Максим Аммосов и другие его друзья проходили в это время своеобразную политическую школу, и он помогал им советами. Сколько в письмах Платона гордости за свой народ, сколько достоинства. Свое письмо Аммосову от 27 декабря 1917 года он завершает обращением ко всем друзьям и молодежи, которое можно воспринимать как призыв. Дорогой друг и товарищ, совершенно беспристрастно излагая прошедшее, настоящее и будущее нашей нации, тем определенно намечая путь деятельности, во имя чего и кого мы должны жертвовать собой, и, зная будущность, должны работать по разномеченной дороге. Покуда истощенной работой с полным сознанием своего достоинства и полезного существования, не сойдем раз и навсегда со сцены в могилу. Народ, имеющий будущность, поймет, если не при нас, то в будущем нас, и по адресу нашему скажет: Дорогие граждане, вы были и работали за нас. Спасибо вам. Итак, мы, молодежь, обязаны работать, и да скажется в этой работе духовная мощь нашей будущности. Итак, да здравствует молодой якут в борьбе за право, в работе за благо. Платон Слепцов. Тоқ болу. Сылайды. Тойым, өкүйчә. Табағым қаннаны. Искатқа ұлбудым, искатқа қоқ. Табаққын бірғақ болбудың додақты.
Максимы туппуттар. Туппуттар да. В марте 1939 года, после того, как его этапом доставили из Москвы в Якутск, после долгих дней и месяцев известности супруги Акулине Николаевне разрешили встретиться с ним. Это была очень тяжелая, трагическая встреча для них, людей, любящих друг друга и понимавших, что они, возможно, видятся в последний раз. Платон Аюнский, измученный допросами и болезнью, произнесет слова, запомнившиеся жене на долгие годы, отчасти подводящие итог его жизни, словно высечет в камне. Табақ бере алды. Мә. Қайдақ қыты. Оғылар қайдақтары. Бар бұт оттun. Олары бұт оттun. Ән бігіні тоғойыта. Оғыларғын тоғойыта. Ән бігіні санабатағыңды. Дойдығын санабатағыңды. Ән тоғы народ өстіға таңдаратшы болғым. Туғың дейбет еді. Народ уол этим. Билигин. Народ өстіға бил.
Кыз төрөтүдү, ол төрөтүдү. Кыз, Кимден аттатын? Платонида. Оларгын ишигайдык көр. Үйректер жандар болундар. Оюнскай керген әвинен. Кемсилиме? Оюнскай. Әлбәтки. Көк туйгун сереми, бу сери таптыыбын. Күлбәктир жереми, бу күнү ыллыыбын. Үс сака төрүгар, өрүләк күнүгер, мин ырым ылланы, мин атым аттаны. Төрт оғым иете, төрт кутум илгете. Время выявит и тех, кто будет думать и действовать в духе его манифеста, кто вольется в коллектив единомышленников и противников, открытых и до поры до времени тайных. Сам Платон Аюнский немного пережил трагический возраст русских поэтов в 37 лет, но не миновал рубеж в 45. Он погибнет в неполных 46 лет в тюрьме. Этот роковой рубеж не перешагнули многие великие поэты Серебряного века: Александр Блок, Владимир Маяковский, Осип Мандельштам.